Поклонимся великим тем годам, тем самым командирам и бойцам, и маршалам страны, и рядовым. Поклонимся всем мертвым и живым, всем тем, которых забывать нельзя. Поклонимся, поклонимся, друзья, всем миром, всем народам, всей землей. Поклонимся за тот великий бой. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня вновь литературная гостиная распахнула свои двери. У нас в гостях уважаемый нами Асламбек Пагир, администратор Злата Тебева, значит, артист театра. Представьтесь. Григорий Капузов. Ученик Владикавказской 5-й школы. Представься. Этив Данил. Мы с вами накануне великого праздника Дня Победы. Вы даже не представляете, вот вы последнее поколение. Вы последнее поколение, которое видит живых ветеранов. Их с каждым годом становится все меньше и меньше. Самому молодому, наверное, под 90 лет. В творчестве Аслана Пагира очень много стихотворений, посвященных военной тематике. И сегодня мы с вами вспомним эти стихи, и Аслан нам почитает. Так, ну давайте, может, мы сначала слово вам предоставим. Много людей до сих пор, почему-то молодежь в основном думает, что Америка выиграла войну. Я в интернет захожу, кто выиграл войну, Америка, как Америка. Если все наши были там почти остались, осетинские. Слезой по изможденным векам, слезой по изможденным векам бежит соленая вода. Безрукий инвалид калека, герой войны, герой труда. Рукавно заправлен аккуратно в блестящий орденами китель, ранений шрамы многократных наградами укрыл воитель. Дойдя до памятного танка, знакомых гусеничных звеньев, старик безудержно заплакал и опустился на колени. Оживший танк летел в атаку, прикрыв броней советский мир. Снаряд немецкий бил по бакам, злом матерился командир. По пальцам гусеничных траков прямой наводкой снаряд ударил, а второй по баку. Живем, товарищи, сгорят. Механик потеряет руку, но выживет. И каждый год он в этот день приходит к другу, что, как и он, еще живет. Я вот хочу сказать, что за вами план Берлина 45-го года. Это из планшета моего отца я принесла план. И рядом письма с фронта, внизу вот 2 письма с фронта, а наверху треугольник. Это письмо моего деда моему отцу на фронт. И я вот сегодня говорила, интересно не то, что здесь они сохранили эти письма, а интересно то, что отец привез с фронта письмо моего деда. И в одном из писем он пишет: если передайте моему брату, передайте Тамерлану, он родился в 40-м году, передайте Тамерлану,
что если вдруг меня не станет, вместо меня встанут тысячи, десятки, сотни и отомстят. И Тамерлан будет жить в мирной стране, под мирным небом. И вот эти письма, наверное, есть во многих домах. Вот Аслан сказал, его отец не воевал, его отец тоже дитя войны. Вот наше поколение, оно имело, в каждом доме был свой ветеран. Но интересно было то, что они не любили рассказывать о войне, потому что было это слишком страшно. И вы извините, что я вот о себе как-то. Но мой отец прошел через Сталинград, был ранен под Сталинградом. И когда я приглашала его в школу, никогда не соглашался. И мы сейчас, живя под мирным небом, преклоняемся перед нашими отцами, дедами. Но сегодня мы будем читать стихи Аслана Пагева. Пожалуйста. Засохова Алина, ученица 8 Б-класса. Боевому деду. Сильный был. Я никогда не слышал жалостливых и плачевных стонов. Видя, что от боли еле дышит, поражался дивной силе воли. Полной чашей сердца боль измерил, веря, что на жизненной дороге избран сильный, чтобы стать примером тем, что потеряли веру в Бога. Улыбался он, страдал, но улыбался, на плечах таская горы боли. До последних дней своих сражался, не смирившись со своей болью. Кто-то палец ранит, воет волком, криками разжалобив планету. Сила духа стала мне уроком, сильного ударом человека. И сегодня, побеждая боли, вижу я несломленного деда, деда с безграничной силой воли, что вчера ковал мои победы. Значит, вот эта фотография, она облетела весь интернет. На ней изображен Валер Алексей Арсенович, который 10 мая в самом главном парке Берлина танцует, в Трепдорф-парке, танцует лезгинку. Стихотворение он танцевал. Пожалуйста. От Аслана ничего не ускользнуло, все вспомнили. Иван Владимирович, учитель. Он танцевал. 9 мая обозначим подвиг. В историю ушел вчерашний бой. Уходит страх, и дым, и пыль уходят навеки со вчерашней грозой. 10. Уже не будет боя. Разорвались последние снаряды. Берлинский парк, приветствуя героев, одел свои весенние наряды. А мы с тобой, лежавшие с пасти, что поглотило братьев и сестер, огрызок выживший моей военной чести, что они попали в жертвенный костер. Я помню день, когда не стало дыма, не плакали немецкие сирены, задорный танец друга осетина, заросший парк травою до колена. И мы импровизированным кругом, разрушив напрочь планы Барбаросса, приветствуя волшебный танец друга, в ладоши били и кричали «Осса!» И жили, и в глаза смотрели смерти. Не всем досталось возвернуться в дом. Наградою бессонных километров веселый смех детишек за окном. 8-й десяток лет моей победе, а я все там, на красочной картине. И сердце угасающее бредит по танцу удалого осетина. Даль. Раскинулась ракита над рекой, упрятав снею тайну под водой.
Медаль давно обретшего покой, исчезнувшего без вести героя. Десятки лет, толкаемой водой, она катилась к берегу родному, с известием, наполненным бедой, и доплыла, бросая берег дома. А над Ракитой старая изба, откуда уходил мужчина в бой. Балясин почерневшая резьба, слетели ставни, окон взгляд пустой. Его здесь ждали долгие года, больной отец и матушка с сестрой. Несла им весть, железную вода. Но слишком долго, дом теперь пустой. Ушел отец, за ним усохла мать. Сестра в печали скоротала век, навеки вечные их, посылая спать. Похоронил их добрый человек. А здесь, недалеко от их могилы, медалька под Ракитой лежит, последней весточкой о братья сыне, о том, что он сразился любить. Чередев Сарман посему бы, пропавшим без вести. Нас было немало, достойно сражались, был славен последний наш бой. Пилот за штурвалом, зло чертыхался, шлейф дыма, ведя за собой. Пробойным телом своим заслоняя, в воде захлебнулся матрос. Разведчик депешу в агате шагая, с собой в болото унес. Связист не успел со своей катушкой до штаба полка доползти. Разорван на клочья немецкой пушкой, и многим детишкам расти придется без папы и мамы героев расти и страну защищать. Выстраивать школы и новые дома, чтоб славилась Родина мать. Нас было немало, мы храбро сражались, был славен последний наш час. Безумно, досадно, безвестно пропали, но знаю, вы помните нас. В советское время строители часто ездили на заработки в Среднюю Азию, в Сибирь. Тогда они назывались шабашниками. И вот как-то в Сибири, в Красноярском крае, они зашли в одно село. Постучались в дом, попить воды хотели. Вышла женщина и спрашивает: а вы откуда? Они говорят: мы из Осетии. Когда она услышала это слово, она как-то сжалось сердце и говорит: а у меня сын там. А кто ваш сын? Он лежит в вашей земле. Петр Барбашов. На следующий день эти шабашники пришли бригадой в дом Петра Барбашова, к его матери, починили крышу, забор, все, что нужно было, сделали. И она им говорит: теперь я спокойна за своего сына, если он покоится в земле, где живут такие ребята. Аслан посвятил Петру Барбашову стихотворение. Да, раз уже можно послушать, Владимир Андреевич. Вы извините, что со столом? Нет, все в порядке. А подальше ты. Так, ну, наверное, здесь нет ни одного ученика, взрослого, который бы не знал и не видел этот памятник. Мы гордимся, что на нашей земле отдали дань подвигу этого героя, солдата. И прежде чем прочитать хорошее стихотворение об этом герое, хочу сказать, что ребята ведь на войне подвиг совершали люди не особенные. Это были такие же до войны простые, трудящиеся, служащие, ученые, которым пришлось в годы войны взять
оружие в руках и защищать свою землю, народ, обычаи, традиции. Но на войне бывают такие ситуации, когда за доли секунд нужно решиться на что-то, даже не решить, а решиться на что-то, пожертвовать собой. И вот многие из них, не раздумывая, отдавали жизни. И среди них герой, о котором в своем стихотворении пишет Асланбек. Он увековечил память еще и в стихотворных строках. В ожидании сигнала, что в атаку бросит роту, я писал любимой маме о друзьях моих пехотных. Кто-то был из них строитель, кто учитель, кто шофер. Нацепил художник китель, взял оружие шахтер. Я писал, что целым миром, общей, дружной семьей, на земле у осетина мы сегодня примем бой. Почему-то вспомнил школу, море ласковый прибой. Как, желая стать героем, молодежь наперебой рвется на передовую, чтобы защитить страну, обещая возвернуться, маме, выиграв войну. Рота шла моя в атаку, у Гизели страшный бой, взрывы, грохот, крики, танки, пуль жужжащих черный рой. Землю гусеницей роя рубежи прорвала сталь, небо выстрелами кроя уходили танки вдаль. И уже победа рядом, но ложится в землю рота, пулеметным мощным градом застрочил фашист из дзота. Было множество походов обойти опасный дзот, покосил в траву пехоту неумолчный пулемет. Видя недоступность дзота, проклиная пулемет, я упал, спасая роту на немецкий пулемет. Через миг я стал героем, мне об этом не узнать. После принятого боя вдалеке заплачет мать. Но я был бы горд и счастлив, зная, что героем пал, что погиб я не напрасно, став таким, каким мечтал. Засухов Эдуард VIII. Хаштыр хатса, зурмад машаби, не хазар ваден, рсоуэн. Ама салмана жетта жахал жнагиш, мадатам пушаша коуэн. Од метама мангпан макаш, уман мана яртай, уймахаш. Асад лапу, жахушку да фешев, нала фезер жарут федесеш. Ваза жнаган тагдар савот ешев, дава хазартай, рогон уттахаш. Ju benatte farast geiste dishte, karstochte, fakalto vira tug, sashige, chulis vedelte dishte. Chine shetten jorod maden shug, shalpalish erchget anagoute, chuchter ashgalim befand kenint, fishtadishte bur is gets achnaute, dette chachtem, jile maternint, chise fonze fishefta, chi avde, vira ten nuchushe di shear, kajmale, nachashnote sabde, ire bashtel, baftet da belar. صالك ويباصر ردت خشت صاخته فديش القرفسد صاخته ارسد كرديخ دجرده صاخته ارسد داود شكود Жалость. Он горел, катаясь по траве, силясь обгоревшими руками шлем стянуть, прилипший к голове. Бился немец об траву и камни, пузырилась и сползала кожа, булькала и клокотала кровь у несчастного солдата в горле, извергая брызги вновь и вновь. Только что его я ненавидел, я бы глотку перегрыз врагу, смесь родных и близких, что я видел, в памяти прилежно берегу. Что-то сжаться заставляет сердце, жалко мне жену его и мать. Всей душой своей жалею немца, зная, что он шел нас убивать. Немецким фаустом я выстрелил по танку, и выстрел угодил им прямо в бак.
Закончилась для тигра эта драка, не поднимается уже убитый танк. Единым воплем полыхает тело, с внезапной жалостью усилился напор. Поднял я автомат, зла не имей, и, отвернувшись, выстрелил в упор. Вспомни, когда нас не станет. Вспомни, когда нас не станет. Это последний наш бой. Море в пучину утянет, вслед за разбитой кормой. Вспомни веселого юнгу, боцман со шрамом под носом, мичмана, лучшего друга, смелых бесстрашных матросов. Тех помяни, кто в машинном с жизнью героически расстанутся. Тех, кто для дочери сыном вечно живыми останутся. Мужественного героя, преданного капитана, примет в объятия моря. И сколотой смертной раной лоцмана вспомни и Кока, шкипер и тот, кто на Марсе. Всех, кто умрет раньше срока, в вихре запутанных галсов. Вспомни, когда нас не станет. Мы тоже хотели бы жить, но мы ради вас умираем и просим о нас не забыть. Обои Владимир 8. 4-й год горят леса, и почву рвет железным ядом. Его запила в небеса земля, изрытая снарядом. Услышав пламенный призыв земли, пылающей в аду, собрали воинский созыв в небесном, ангелы в саду. Распоясался Люцифер, архангел вымолвил один. Виновник он земных афер и душ заблудших господин. Пора его остепенить, сбить спеть и оступить лицо, добру поможем победить и в пыль сотрем его бойцов. Над Прохоровкой жуткий дым, снаряды бьют по башням танков. Остаются многим молодым на фотографиях и бланках. Как память о великой битве, где ангел потерял крыло, и падал демон, им убитый, туда, где выжжено село. Истерзанный Майрамадак стеной вечной стал непроходимой, и покатился грозный враг от Алагира до Берлина. А от матросам и солдатам, сложившим головы в бою, взлетая в небо, кровью капал, задачу выполнив свою. Архангел, с бровью рассеченный, врага убитого мечом, с лицом, покрытым скорбью черной и переломанным плечом. Над Сталинградом ангел дрался, и враг его нещадно бил. Он падал, снова поднимался, и демон дрогнул, отступил. Десятки лет, роняя слезы, любя погибшим, как живым, приносим мы к могилам розы и славим вечно молодых. Я в небо поднимаю руки и с благодарностью людской спасибо говорю за внуков и за подаренный покой. Я помню, праздную победу, что были не один враги, что ангелы взошли на небо, кто без крыла, кто без ноги. Не точно немец был. Будь проклят день, когда я был подстрелен снайпером в бою, полуживым отправлен в тыл, где руку потерял свою. Не точно немец был чуть-чуть, слегка левее, и тогда заставить мог, калеча грудь, умолкнуть сердце навсегда. Комиссовали глубже в тыл, писала правая рука, штабной коллега, командир, герой пера и языка. Шли вести к нас передовой, я диктовал, ради строчил. Там гибли, я в тылу живой, я не спал, рыдал в ночи. Казалось мне, что предал я, упрятавший себя в тылу, и что на фронте без меня друзьям не выиграть войну. И просил меня вернуть обратно в бой, и рапорт был: ну что ж ты, проклятый в грудь, меня мою не застрелил. Нахаштом вдохтан. Но ушаку баба, варашты любашты. Хашты в хатыды, фасартан башты. Намыгай завтра, карды окто.
Рашук цашком паштын афкутал. Хашты бадыр ыбашев трофад. Налкушев хаштырк африсасыр. Гашей асыта бадыр нагад. Самой арашкут шмахан вакад. Анкурта немсав. Кардой дохур. Байловской кажется фашмаку. Хин кажется кота кусалма малак. Фалавалайвай факуш сарат. Дагаков шуман хатта из хашта. Фашма балаву автока хашта. Удай прохата. Саржей софта. Жардута ишта васофта хафта. Фалана коштич. Хусаман авдишан. Язухаю андор исти райши. Хашты арсадышты, сардышты хашты. Нухшабу баба, барашты башты. На уши кабатырты, элиши жвали. Мажердам акай уховарын. Ворваджи сарам, факалта оту. Чима обажа, салы нашту. Лицо Сланди. Баком. Камна баком. Это вот дед Аслана и отец Ахшара Зангиева. Я права? Да, Ростов вечер, что я скам, Шермышта Хазарова. В 40-м году он офицер учился в Ростове, высшей школы офицеров был. Ama faştarıştı göy, abonsı damgıtı kışın, dommaq damgıtı kışın. Faştarıştı göy, faştiş, даже в 40-м году еще, faştarıştı на латинском языке. Мафаршма бады шалагарды на глотку, жанджаты татари. Faştarıştı göy, faşти на латинском языке. Татари Тау Шары Жанджатов Шарыжова, руководитель ансамбля ФАТ. Вот его отец. Я хочу представить вам нашу самую маленькую участницу. Иди сюда. Она очень захотела. Мы ее и не приглашали, ничего, но когда она узнала, что здесь будут читать стихи, можно чуть-чуть? Я говорю, это стихотворение Пагина. Говорю, нет. Давай сейчас вот представься, скажи фамилию, имя, не переживай. Скажи, что? Гаси, я тебе эти строки пишу, коленям твоим прижимаясь. О, горе тебе, осетинская мать, за что же ты так настрадалась? И снова уже нарушив природный закон, с детем ты своим распрощалась. К груди уже ангела сына припав, ты нехотя долго прощалась. И вновь свою голову шалью покрыть ты черное больше не снимешь. И снова уже, обращаясь к родным, ответа от них не услышишь. О, горе тебе, осетинская мать, покоя ты больше не сыщешь. И внука, которого столько ждала, ты даже во сне не увидишь. Твоя красавица. Подожди. Последний звонок. Что у нас еще? Подожди, я тоже сам. Полетели большие. Аслан. Все средства массовой информации. Да улыбки. Молодец. Я поздравляю тебя на правильной дороге. Значит, вчера у нас в районе состоялся конкурс «И помнит мир спасенный». К этому конкурсу готовились и наши ученицы. Пожалуйста, девочки. По одной выходите. И в наглавном
кто ваш? Папин фронт. Здравствуй, папка. Ты опять мне снился. Только в этот раз не на войне. Я немножко даже удивилась. Да чего ж ты прежним был во сне? Прежний, но такой же самый, будто мы не виделись 2 дня. Ты вбежал, поцеловался с мамой, а потом поцеловал меня. Мама будто плачет и смеется. Я вижу и висну на тебе. Мы с тобою начали бороться. Одолела я тебя в борьбе. А потом даю тебе 2 осколка, что нашли недавно в ворот. Говорю тебе, а скоро елка. Ты приедешь к нам на Новый год? Я сказала, тут же и проснулась. Как случилось это? Не пойму. Осторожно к стенке прикоснулась. В удивление глянула во тьму. Тьма такая, ничего не видно. Аж круги в глазах от этой тьмы. Да чего ж мне сделалось обидно, что с тобой вдруг расстались мы. Очень прочувствовала растворение сбоку. Судья упал на пашню у высотки суровый мальчик из Москвы, и тихо сдвинулась пилотка с пробитой пулей головы, не глядя на беззвездный купол и человея конца. Он пашню бережно ощупал руками быстрыми слепца, и, уходя в страну иную, от мест родных невдалеке, он землю теплую, сырую, зажав в коснеющей руке. Горсть отвоеванной России он захотел на память взять, и не сумели мы живые те пальцы мертвые разжать. Мы так его похоронили в его военной красоте, в большой торжественной могиле на взятой утром высоте. И если правда будет время, когда людей на страшный суд со всех земель с грехами всеми 3-кратно трубу призовут, пристанет за столом судейским не бог с туманной бородой, а паренек красноармейский, предпотрясенную толпой. Держа в своей ладони правой, помятой немцами в бою, не символы небесной славы, а землю русскую свою, он все увидит, этот мальчик, и не йоты не простит, но лесть от правды, боль от фальши и гнев от злобы отличит. Он все узнает оком зорким, с пятном кровавым на груди, и судья истлевшей гимнастерки, сидящий молча впереди, и будет самой высшей меры, какую мерить нас могли. В ладони юношеской серой та горсть тяжелая земли. На меня. Давай, как не хочется? Сейчас посреди пилота да, сейчас. Я скинула и вам скинула. Давай. Я слышу. Давай. Давай, а что вы упало? Чтобы вас видно. Конечно. На меня. Крайнюю не вижу. Внимание.
Вот спасибо вам всем большое. Юные герои. Среди закаленных воинов суровых со всеми юнцы шагали на параде. В военной форме, шитой, новой, бросали в кучи вражеские стяги. Недавно босоногие мальчишки, бежавшие из дома на войну, оставившие мячики и книжки, чтобы защитить любимую страну. За их спиной ранения, потери и страх, и боль, и детская тоска. Дожди и грязь, холодные метели, 4 длинных года марш-броска. В Берлин входили далеко не дети, когда над ним зареял красный флаг. Советский, украшая город цветом, мужчинами был штурмом взят Рейхстаг. И вот они, годами все же дети, уверенно шагают на параде. Юнцы-герои, спасшие планету, бросают озимь вражеские стяги. Что читаешь? Еще попробуй ему кисеты. Первый А-класс. Это было в мае, на рассвете, нарастал у стен Рейхстага бой. Девочку немецкую заметил наш солдат на пыльной мостовой. У столба, дрожа, она стояла, в голубых глазах застыл испуг. А куски свистящего металла смерть и муку сеяли вокруг. Тут он вспомнил, как, прощаясь с летом, он свою дочурку целовал. Может быть, отец девчонки этой дочь его родную расстрелял. Но тогда в Берлине под обстрелом полз боец и телом заслоня девочку в коротком платье белом осторожно вынес из огня. Скольким детям возвратили детство, подарили радость и весну, рядовые армии советской, люди, победившие войну. И в Берлине в праздничную дату был воздвигнут, чтоб стоял в веках памятник советскому солдату с девочкой, спасенной на руках. Он стоит как символ нашей славы, как маяк, светящийся во мгле. Это он, солдат моей державы, охраняет мир на всей земле. Теперь слово предоставляется народному поэту Северной Осетии. Я хочу вам представить Даниила Четлева, Чинамайжу. Я хочу вам представить Даниила Четлева. Чидары Жежовна, Чидары Намажовна. Даниил Четлев, ученик 5-й школы города Владикавказа. Бирашвала Тарас Басканавтова, читаю стихотворение. Германов такая вот, не обязательно мы, если кое-кто, не обязательно мы просто приучить детей вот к прекрасному, да, то есть в виде сказок по стихи. Мы единственные поколения, единственные, которые помнят, как это было. Махва что, а donc такасник на басам, кнасный разум, судили, вот и нажмешь такая на свой, ну факторы на мусор. Мама, пама разум, они уже все сделали. Это герои сидят. Сегодня здесь сидят герои, которые пока сами об этом не знают, что другое рожают. Даниил Четлев прочитает произведение «Война идет». Война идет. В ауле горном, на коленях стоя, покрыта черной косынкой голова. Пред старцем пала ниц, от боли воин,
его невестка, бедная вдова. Прошу тебя, отец, не дай им сгинуть. Лишь ты им можешь запретить уйти. Не позволяй им отчий дом покинуть. Погибель им не дай свою найти. Дрожит слеза, и сердце в старом теле толкается с душой, решая спор двух горцев, добрых, сильных, смелых. Смерть может отобрать у гор. Пришла вчера на сына похоронка, и оборвалось сердце старика. Снял со стены оружие, винтовку не держит ослабевшая рука. Борьба внутри, невестку жалко, внуков. Он приподнял ее, в глаза и заглянул. Убил в груди волнение и муку. Вставай, невестка, не позорь аул. Ступайте, дети, и свершите месть. Вас породивший не посрамите горы, не уроните в битве дух и честь. А если смерть, то смело и достойно. В глаза смотрите ей с улыбкой бравой. Умрите храбро и покройте славой. Сражались храбро, первыми в атаку всех за собой увлекали братья. Врага за родину свою нещадно били, отважных братьев все в полку любили. Любили старшие бойцы в часы затишья, когда разрыва свиста пуль не слышно. Рассказы слушать братьев о природе, о гордом независимом народе, о землях осетинских Божьем даре, заветах стариков и обрдаве, о пирогах с начинками и пиве, и думали, приедем, будем живы. Но Бог войны не слышит наши мысли, и брошенной немецкой гранатой войной убитых поменялись числа. Волной ударной разбросала братьев. Уже им не услышать друг о друге, обняться Божьей милости не будет. Заплачет от соседей дед в сторонке, когда придут на внуков похоронки. Не выдержит у матери сердечко на дне Ордой бурного местечка. Себе она, не выдержав, найдет. Стучится смерть в дома. Война идет. В окошко женщина в наградах, за окном шары и детвора. Не спала, готовилась к параду, день, когда закончилась война. Сквозь стекло вдруг полыхнуло пламя, потолок и стены в пыль и прах. Над Рейхстагом гордо реет знамя, слезы радости на выцветших глазах. Те, что потеряли кровь и семьи, радостью светились и печалью. Защитили от фашизма землю, а куда вернуться им не знали. Среди них она, совсем девчонка, так же, как и все, не верит в счастью. Слезы по медалям лились звонко, принимая в радости участие. 5 минут назад на поле брани, перемазанная кровью и землей, бинтовала санитарка раны, моя лица раненых слезой. 5 минут назад, а будто вечность, миг один похожим был на год. Хрупкие несли к Берлину плечи многих, кто окончил здесь поход. При параде
женщина в коляске. Нежно гладят слезы ордена. Кровью завоеванная сказка алым кумачом обогрена. Это произведение, вот этот клип создала Злата Кибин. На мое произведение. И вот и надо решить. Сначала было 9 мая, она сфотографировала вот эту женщину-инвалида в Владикавказе. Оказывается, она в Донске. И не конфету, но бабушку. В инвалидной коляске женщина, и потом мы спрашиваем, где общество ветеранов даже знало, и мы ее начали искать. Шартая, Ардоны Шартам, Ардоны Вечер провести школа в библиотеке, мы ее туда привезли. Ну, мы жадли, Илиса Кушта, они ее отели, снесли, привезли, обратно. Вот, и вот эту фотографию я увидел и был в шоке. Жаром душу сошли практически много. Може город на катушкоце, инвалидный коляски. Уйдер на мажет, одной ногой. Но я его видел, я написал эту историю. Потом оказалось, что я выдумал историю, да, то есть я фандагнул, и что их баш прокернул, и судьбу ждал, что по фотографии это было сделано, то есть история такая. Вот есть девушка на камне, ты будешь показывать? Да, девушка. Есть девушка на камне, мы сейчас ее покажем, тоже клип создан на новое произведение. На берегу Терека, так как говорится, на берегу Терека есть огромный валун. Новый валун был еще тын-тын-тын. А мы с Юафом, мы прямо залезли на него несколько человек, и там можно сесть всей семьей. Всем классом можно сесть, в яшу. Мазовинки, вот как будто специально какие ступеньки, вот, как можно поставить там что-нибудь. И, то есть невзрачный камень он никому не нужен, прямо на берегу Терека. Но мы там посидели, я приехал, думал написать о том, как мы сидели на берегу Терека. Долго кажется, что там Хисен, Ларф там. Я представил, как женщина провожает, оттуда девушка провожает на войну парня. Махаштмасы, что да бом куджахта, 90 лет это ты полкарата чили, что? Главный матч идет пишет. Махсажоном берет, потому что махмаский финишит. И вот девушка провожает парня, и как это дальше происходило? Мерсади хашты. И вот она, бедная Жаронтуш, уже масштаб. Я попросил ее на реанимации работать за последнюю роль отыграла она. Ну, предлагаю вашему вниманию посмотреть. Сознанием запечатленный холст. Владикавказ взирает на луну, бурлящий терек под китайский мост несет свою могучую волну. Чуть ниже, по течению реки, на берегу валун лежит огромный. Творение невидимой руки, семиравнинный отпрыск горный. Природой чудно выбиты ступени, воссоздают в уме карандаши, два сердца на вершине камня пели, смеялись две влюбленные души. Сияли звезды, и ярился терек. Он призывал в свидетели луну. Увлек мужчина девушку на берег, и здесь она доверилась ему. Война не пощадила их и многих. Теряя дух, не жалуя костей, на невеселых фронтовых дорогах он ждал письма и радостных вестей. И вот оно, Владикавказ не сдался, погнали немцы осетины прочь, ребенок и старик за город дрался, и, знаешь, я тебе родила дочь. Без дома мы
снарядом разбомбило, но мы за город выиграли бой. Когда ты возвратишься, мой любимый, у камня мы увидимся с тобой. Счастливый день. Мужчина улыбнулся, израненный рукой уперся в кочку и, прошептав «Прости, что не вернулся», гранату бросил за тебя и дочку. Старушка, положив цветок на камень, рукою гладит странные ступени. Тревожит сердце раненая память, сидят, обнявшись на вершине тени. Владикавказ под лунною звездою несется терек под мостом китайским. Седая женщина, промокшая слезою, стоит и ждет обещанного счастья. Вот это тоже, о чем я говорю, Раштакива, как Манхалчу. Сайкой Платонов, это не только твоя трагедия, это не только ты вот без дома, без одежды, покушать нечего, воды чистой нет, не только, еще дома тебя могут не нуждаться. Вот такая трагедия, потом всю жизнь мат, когда шумой мат, вот эти мучения, вот эти внутренние боли человека всю жизнь. Молодым аграйкеру, она забыл хорошо удастся, потому что керосин до ползали. Машт, Жанзина, Жанзина, Бусужа, мой хаш царамонт, это трагедия. Но хаш ты фарш кишату хижды. Карны хашишка не лажат. Волдайдар и Володил фигал, уважал шаржу. Ашмашты так я модар люцавын ражи. Асуда хазал, арбат забаханады, думбалавты. Фонд сборов отутаки, дувакриф отутаки. Чи фандысы фандызурат, мана задний бакр, да я секунда. Волдайнер чи сижал за ним. Дыдахадак сижал, а я за ним касарными дыдахты. Вакат каузу апратты надырат, аллах не фашты. Барка секунда. Григорий Гапузов прочитает стихотворение, посвященное учителям. На мафосе, на тему философии Чукацакушка. Мана ясы, Анзор Гафышки, Махабен, что еще вехал мамочка. Давонда. Жардыка Гриша Варзачи Даркарым, что варает я вот эта боль как-то легла на лист. Прочитаю Стихотворение называется «Бесценные кусочки детства». С ресниц вода и увлажнила щеки. Ладони мокрые сжимают полотенце. Я вспоминаю школьные уроки. И маленьким ребенком плачет сердце. Ваш образ в нем запечатлен навечно. Пока дышу, вы будете со мной. Люблю вас безгранично, человечных, учителей, подаренных землею. Я не хочу терять вас. Это больно. Цвета земли становятся бледнее. Готов сидеть всю жизнь за партой школьной, чтобы вы жили вечно, не старея. Я вас люблю. И грудь исходит криком, пытаясь достучаться до небес, и ищет разум в кодексе великом незримую лазейку для чудес. Мои друзья, мои кусочки детства старее покидают этот свет, и все слабее раненое сердце, и средства от болезни этой нет. Канал Лагеревой живут. Ты пока загрузи, не
Чья, кажется, не важно, чья, кажется? Я приветствую весь свет, города и страны мира, но прекрасней сердцу нет мне родного Алагира. Я родился здесь и рос. Зелень, чистая природа, городок волшебных грез, рай под синим небосводом. Есть ли место во вселенной, где не чувствуешь часов и не вырваться из плена нежных запахов высот? Какофония лягушек, ночью гул Ардона слышен, нежный сон детей, старушек. Ночью город сердцем дышит, утром зацветают краски, шелест листьев, щебет птиц снова окунают в сказку, и прекраснее девиц не найти на белом свете, а от блеска женских глаз расцветает город летом, радует и греет нас. А скажите, вы там были, танцевали под дождем? Места нет прекраснее в мире для того, кто там рожден. Это стихотворение называется «Береги». Это стихотворение на данный момент в Осетии, в России, в Европе находится в ранге читаемое произведение, очень читаемое. И именно это произведение Злата Теплева, снимая меня, как канал клип создавал на это стихотворение, это вот сейчас примерно, здесь мы его видим первый раз, я еще сам не буду, честно. Давай. Как мне вернуть вам молодость и силу, наполнить юностью и кровью ваши жилы? Она звонила часто, просто так, без повода, и это раздражало. И я, болван, законченный дурак, так мало пообщался с милой мамой. В погоне за рублем, в пылу работы всегда мешали мамины заботы. И я, бросая трубку, говорил: перезвоню. Но так и не звонил. В кругу застольном, в яростных утехах звонок от мамы создавал помехи. Сейчас перезвоню, я говорил, но забывал и не перезвонил. На сердце пусто, холод леденящий, и от обиды на себя меня трясет. Звоните, говорите с мамой чаще, пока не поздно, выскажите все. Я, засыпая, часто вижу сон. Отец рукою машет: догони! И, надрываясь, плачет телефон. И мама шепчет: сын, перезвони. Я хочу прочитать еще одно стихотворение, посвященное учителям. Я его написал 2 дня назад. Военную тему, наверное, это не важно, была сама военная тема, она важна для таких, как я, для моего возраста. Шумахе была жумликина, Исувы, Амбарнет вам. Кажут фундер, хаштута хэ, чикет ферштавит хэ на, макинота чикет марвит хэ, не нечто. Кинотон, как кажутахан кинотон, ишлёвы ишты красово. Я кого-нибудь ферм кино, Гарахтакер тоже может быть. Я кого-нибудь самофовый. Привет, Маттафовна, всегда бывает драма в конце. Хаштганыкема, совместно Ачфаштаг, Тенгер Жахабар, Любой боевик, любой фильм заканчивается трагедией.
Макар трагедия полники, на толга и райдайна. Когда райдай, когда ничего было, это фаштаксом занимало. Вот жалко, жензинет, фудмитом, хазаров было что. Вот я разъемаю. А думаешь, что шмахрика что-то. Вот что ты не что, командуй что я хазарыш. Вот шмахрика что-то. Мы сам шмахрика факеша. Ищи сам гнал, вот я тарсом ищи. Вот сам чифакеса. Ну да, что шмахрика же плачу, я думаю, что не могу знать. Солдат шмахрика. Я прочитаю вам стихотворение «Нежалеющие силы учителя». Со Штейсом Кашардина, плана Кашардина, вы наибал специально прошли на Расова. Он макарат ты не шел, но макарат так что тут разберется на улице. Мальчик у доски, кусочек мела зажимает пальцы малыша. Он рукой уверенно и смело формулу выводит, не спеша. Рядом та, что не жалеет жизни, не жалеет времени и сил, чтобы этот мальчик в люди вышел, чтобы он украсил этот мир. Время ветер, у доски мужчина, бывший ученик, теперь поэт. Радости негаданная причина тот, кто здесь учился 10 лет. А его учительница рядом, за него волнуясь, чуть дыша, окунаясь в день, ушедший взглядом, видит все того же малыша. Не давая чувствам разгореться и слезам разлиться по щекам, держит растревоженное сердце рек соленых крепков берега. 40 лет назад, в апреле этой первой букве он сказал «Привет». Непослушный хулиган отпетый, будто бы вчера. А 40 лет высоко забрался, покоряя купола литературных крыш, то его учительница знает, за доской стоит ее малыш. У доски. Я надеюсь, что Махарда фильм был завтра. Сыграл Махаш. Как конечно, мужик. Малыш Махаш говорит, она сумайла за кем, пожалуйста. Она его же Жаргагич, да худит, да, клянусь, я в 10 классе, я не понимаю, это все, да. Жаргагич, да, о чем она не ждет, она та Махаш. Доламер от бады, Пахаргана, Буфаршна. Никогда так. Но вы наши самые близкие друзья. Шмах это что ли, даже не чисто. Могу шмах мешает. Авто, следующий, как записать. Авто, могу мешает, могу авто шмах, мах мешает. Мою маклон, буду учиться. Это всего лишь зерна, которые завтра прорастут. Сегодня надо это делать. Хочу вам представить клоуна Афоню. Афоня, заходи! Здравствуйте еще раз. Григорий Гапусов, человека знает вся Осетия, не только Осетия. Его приглашают в другие республики, чтобы он приехал и работал у них. Супермаркет, Тасадартана, то есть там хорошо бы заплатили. Но этот человек влюблен в Осетию. Арена цирка, свет софитов ярких, прожектора как 1000 огней. Давай-ка вниз, сынок, здесь слишком жарко, внизу прохладненько и видней. Мы сели прямо против ограждений. Под папин свист и шум пришедших масс на череду чудесных наваждений моргая, но не отрывая глаз смотрел. И в глубине души ребенка цвели букеты счастья и добра. Играла музыка, венча легко и звонко, на тоненьких волокнах серебра. Мне захотелось стать эквилибристом, летать под куполом, как птица над лесами. Хотелось акробатом стать плечистым, факиром, чтобы сыпать чудесами. Наездником хотелось стать, жонглером, и дрессировщиком, и фокусником тоже. И вдруг передо мной печальный клоун возник.
И холодок по детской коже мне подсказал, что клоун лучше всех. Смотрел недолго он в мои глаза, по гриву на щеке текла слеза, а из груди струился громкий смех. Минуло время, грянули фанфары, объявлен номер, занавес открыт. Выходит на арену цирка клоун старый. Печальной маской лик его укрыт. Тот клоун — это я. За чередою исчезнувших как миг, как десятков лет, живет и дышит на арене цирка мною однажды папой купленный билет. Вдруг у ограждения напротив увидел я бойца с горящим взглядом. Из памяти глубин водоворота мне вынесли момент, где с папой рядом сидели мы на том же самом месте, когда я встретил клоуна глаза. И из груди с улыбкой лилась песня, а по щеке ползла предательская слеза. Такой сегодня. Bana İşman bir Hamza getirmemiş. Мои когда бактаван. Вот мы надо сводим, да, ну вот ребята и маленькие девочки, мальчики, которые что-то читали, вот, или какую-то роль надо будет сыграть, допустим, отыграть, да, в первую очередь, конечно, мы будем приезжать сюда. Они талантливые. Ну, наверное, мы на этом нашу телерадиопередачу закончим и будем фотографироваться с Афонией. Так, слово предоставляется, прямо как в советское время, слово предоставляется завучу школы Маргарите Владимировне Савельевой. Ребята, уважаемые гости, сегодня очень важное событие мы празднуем. Очень много красивых, нежных, добрых стихов и слов было сказано. И вот мы решили поблагодарить грамотами тех людей, которые делают такое важное дело для общества, для детей, для нас, для всех живущих. Ну, хочу еще раз сказать, счастливое детство, чтобы у вас у всех было над нами голубое небо, счастья и здоровья всем. Никогда, чтобы никто на земле не прочувствовал, что такое война, не видел страдания ни детей, ни родителей. Счастья и благополучия в каждой семье. Удачи! Награждается грамотой Пагиев Асланбек Казбеков.